снижается конкурентность наших предприятий. Они берут кредиты в банках под высокие проценты. В то же время, как их конкуренты за рубежом давно работают по другой финансовой схеме. Конкуренты, акционерное общество, которое развивает производство не за счет кредитов, я и далее буду это подчеркивать, а за счет инвестиций в обмен на акции. Директора и управленцы вертикали, просчитайте ваши закредитованные бизнес-планы по варианту прямых инвестиций. Вы наглядно увидите, что затратность наших предприятий в 2 раза выше, чем у конкурентов. Следующий график, график 4, показывает затратность белорусских и японских предприятий. Смотрите, главная причина неконкурентоспособности наших предприятий в том, что в стоимость товаров включаем необходимость возврата банковских кредитов и проценту по этим кредитам. Выделено желтым. В то время, как у конкурентов из развитых стран такой затратной составляющей нет вообще. Грубая ошибка и в налоговой системе. Ее все время упрощают, но ее порочный принцип остается неизменным. Смотрите на график. График 5 показывает сравнение налоговых систем Беларуси и США. Наглядно видно, что наше предприятие не сможет продать свою продукцию, если японский или американский конкурент решит его вытеснить с рынка. У нас не понимают, что главный принцип налоговой системы в странах с эффективной экономикой сначала не мешать производителю изготовить и продать продукцию, а затем уже взять налоги с прибыли. У нас налоги включают себестоимость, в издержки производства, в надбавки к ценам продукции. Вдумайтесь, при покупке сырья, материалов, комплектующих нашему производителю приходится платить 20% НДС. А в это время у конкурентов налоги ниже. И главное, еще раз подчеркну, налоги ими платятся из прибыли. Чтобы выполнить задание по валу, продаем продукцию без прибыли, а то и с убытками, применяя демпинг. Снижается рентабельность производства. Убытки маскируются в учете переоценками имущества и отнесением издержек на затраты будущих периодов. Является критическим и быстро нарастающий износ средств производства, машин и механизмов. Любого руководителя на предприятии проверками, с пристрастием всегда могут найти, за что посадить. Никакой контракт на его не защищает. И никакие судьи после этого его не оправдают, ибо они тоже заложники системы. Всех их назначает и освобождает президент. Спасение страны власть сейчас видит в иностранных инвестициях. Президент лично ездит, приглашает инвесторов в Китай, в арабские и азиатские страны. За инвестиции трясет всю вертикаль. Правительство за границей ищет инвесторов. Давайте зададим себе вопрос. А почему так не действуют лидеры развитых стран? Да потому, что стратегия эта придумана ими для отсталых государств. Она обрекает страну на роль колонии капиталистов, поставщика для них дешевой
и бесправной рабочей силы, влечет и проблему миграции рабочей силы из проблемных стран. Беларусь этим может создать себе сложнейшие национальные, расовые, религиозные проблемы, которые имеют страны Евросоюза и США. Как ученый-экономист с опытом работы в разных сферах экономики, я специально изучал мировой опыт, разрабатывая программу. Я предлагаю вам научное решение. Найдите время вникнуть в предлагаемый здесь мною экономический механизм. В нем ключ к благополучию страны. Стране необходимо, первое, изменение денежно-кредитной политики. Нам нет нужды в иностранной бумажной валюте и цифрах иностранцев на наших счетах. Мы станем страной, осмыслившей секрет национальных денег, и создадим в стране сильнейшую национальную валюту, конкретную следующим экономическим приемом. Сделаем наш рубль свободно конвертируемым, растущим к доллару. Он будет введен начальным курсом 3 рубля за 1 доллар. А за 5-7 лет мы выйдем к доллару 1 к 1. Мы реально покажем миру новое экономическое чудо и сами станем предлагать кредиты и денежные инвестиции другим странам. Цены в стране станут снижаться по мере роста производительности нашего труда и стоимости нашего рубля. А зарплаты, пенсии, стипендии и пособия будут расти. Я знаю, как это сделать. Следите за логикой. Одновременно с укреплением рубля активизируем экспорт. Он перестанет быть замаскированно убыточным для страны, как сейчас. Он станет реальным, доходным. Все экономически обоснованные проекты национальных предприятий получат право на государственные инвестиции за счет продажи своих акций государству. Эта схема финансирования резко снизит затраты в производстве, повысит конкурентоспособность товаров, работы и услуг. Акции лучших предприятий, а не виртуальная валюта иностранных государств. И не золото, омертвляющие ресурсы страны, будут становиться обеспечением национальных денег и средством для укрепления белорусского рубля. Экономика страны наполнится стабильными и сильными национальными деньгами. Белорусские банки станут быстро расти. Кредиты станут доступными для всех, как в развитых странах. Продавать свои акции государству или кредитоваться в банке – это будет свободный выбор только предприятия. Управлять предприятиями свободно, подконтрольно, наверное, так можно сказать, своим правлением, трудовым коллективом и законодательством будут компетентные специалисты-менеджеры и директора предприятий. Государству нет нужды владеть акциями всех предприятий. Оно будет продавать их акции членам трудовых коллективов, предпринимателям, коммерческим банкам, всем гражданам республики, а также иностранцам, но за белорусские деньги. Продажи акций будут изыматься соответствующие суммы национальных денег из обращения. Курс рубля будет расти на рынке валют. Это путь, который отвечает интересам народа и государства, а не зарубежных спекулянтов виртуальными валютами. Акции станут еще более эффективным средством для накопления сбережений, станут еще более эффективным средством, даже более, чем белорусский рубль. Но покупать акции или хранить свои деньги в банке – это будет самостоятельный выбор каждого. Второе. Необходимо улучшить налоговую систему. Основным источником доходов для бюджета
станет возрастающая прибыль от госинвестиций, и налоги в стране станут снижаться.